Сегодня в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. Это 17-я колонна крупной гуманитарной помощи, отправленная от Чувашской республики с ноября 2022 года. В составе партии 13 квадрокоптеров, зимняя авторезина, автомасла и жидкости, продукты питания и другие необходимые товары. 3 автомобиля, в которые загрузили все необходимое, уже готовы к отправке. В них специальный заказ бойцов из Чувашии. Практически со всеми обеспечено. Но есть такие специфические, например, вот легковые автомобили импортного производства. Вот сейчас 2 единицы выпускаем. Они очень важны нашим там разведротам. Вот эти они нужны, вот эти. Вот по эксклюзивные спецзаказы. Все не буду я говорить, что мы отправляем, они некоторые тайны соблюдают. Еще один автомобиль укомплектовало предприятие из Чебоксара. В зоне СВО служат 7 их сотрудников. Руководитель Лев Андронников говорит, это долг каждого гражданина помогать стране, и каждый должен поддержать ее в сложные времена. Имущество для связистов, оборудование для связистов. Я сам был связистом, и поэтому понимаю, как необходимо, как и приборы, датчики, провода для службы. Все это выходит из строя, все этого не хватает. Партия гуманитарной помощи будет доставлена в 58-ю гвардейскую общевойсковую армию, в составе которой и полк с бойцами из Чувашии. В августе командующий 58-й армией Денис Лямин направил благодарственное письмо на имя Олега Николаева. Вчера президент Владимир Путин присвоил этому воинскому подразделению наименование «Гвардейское» за массовый героизм и отвагу. Мобилизованные военнослужащие из Чувашии, мужественные, необычайно смелые солдаты, настоящие патриоты нашей Родины. Отдельно хочется отметить 1251 полк, в основном состоящий из уроженцев Чувашии, которые мужественно воюют на самом переднем крае Запорожской области, самоотверженно держа оборону. Олег Николаев отметил, каждая такая отправка приближает победу России. Это не просто сплачивает, это дает веру, что народ, который не остается в стороне, непобедим. У нас из поколения в поколение передается, и свято мы чтим вот эти традиции, и эти традиции направлены на то, что мы прежде всего знаем, кто мы есть. Мы чтим то, что мы являемся наследниками наших предков, которые строили, и мы сегодня поддерживаем традиции этой большой цивилизации, которая называется русский мир. Ну и, конечно же, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этот мир и дальше жил и развивался. И всех мы, наших ребят, ждем с победой. Добрый путь! Это 17-я колонна крупной гуманитарной помощи, отправленная от Чувашской республики с ноября 2022 года. Сформировать очередную партию помогли жители республики, сельхозорганизации и предприятия. Татьяна Молокова, Юрий Марков. Национальное телевидение Чувашии.